Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 8-й урок во второй четверти по курсу физики 10 класса. Тема нашего урока – температура, связь температуры и энергии. Как обычно, вам нужна наша тетрадь в клетку и письменные принадлежности. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое температура, познакомимся с различными температурными шкалами и решим несколько задач на связь температуры, энергии и других параметров газа. Давайте повторим основные положения молекулярно-кинетической теории. Все вещества состоят из частиц. Частицы, из которых состоит вещество, находятся в непрерывном хаотическом движении. Частицы, из которых состоит вещество, взаимодействуют между собой. Эти три утверждения и называются основными положениями МКТ. Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется модель идеального газа. Как вы помните, идеальным принято считать газ, если он удовлетворяет следующим условиям. Первое. Молекулы газа – материальные точки. Второе. Потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь. Третье. Характер взаимодействия является именно абсолютно упругим ударом. Основное уравнение МКТ идеального газа – это уравнение, которое устанавливает связь давления газа с массой молекулы этого газа, концентрацией молекул и средним квадратом их скорости. Математическое выражение вы видите на экране. Напомню, что латинской буквой P обозначается давление, m с ноликом – это масса молекулы, n – это концентрация молекул, и v квадрат среднее – это средний квадрат скорости молекул. Есть несколько форм записи основного уравнения МКТ газа. Выражая массу молекулы, можно перейти к форме записи через плотность газа и средний квадрат скорости. Если же выразить среднюю кинетическую энергию движения молекул газа, то можно прийти к виду, который связывает давление газа, концентрацию молекул и среднюю кинетическую энергию молекул газа. Давайте запомним, что такое температура. Это слово латинского происхождения. Температура – физическая величина, количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тела. Однако все не так просто. Кусок дерева и металла одинаковой температуры на ощупь кажутся различной степени нагретости. Металл кажется холоднее, хотя температуры у них одинаковые. Чем больше температура какого-либо тела, тем больше его внутренняя энергия. Если система находится в тепловом равновесии, то температура всех ее частей одинакова. В противном же случае в системе переходит передача энергии именно от более нагретых частей системы к менее нагретым, что приводит в конце концов к выравниванию температур в системе. Давайте посмотрим видео. Тепловое равновесие. Для измерения температуры тела человека нужно подержать медицинский термометр под мышкой 5-8 минут. За это время ртуть в термометре нагревается и уровень ее повышается. То же самое происходит при измерении температуры любого тела любым термометром. Необходимо некоторое время для того, чтобы температуры тела и термометра выровнялись и установилось тепловое равновесие, при котором температура перестает изменяться. Рассмотрим, как протекает процесс установления теплового равновесия при смешивании жидкостей, имеющих разную температуру. Для этого в стеклянный стакан вставим пористую перегородку, разделяющую его на две части. В каждой из частей поместим термометр, соединенный с компьютером, и нальем горячую воду из чайника в одну часть стакана, а холодную в другую.
Теперь включим компьютер, на экране которого будут в соответствии с показаниями термометров одновременно строить два графика зависимости температуры воды от времени. Вы видите, что на экране возникают две параллельные прямые. Верхняя прямая – это зависимость от времени температуры горячей воды, а нижняя – зависимость от времени температуры холодной воды. Теперь уберем перегородку. Горячая вода смешивается с холодной, происходит теплообмен, и показания термометров изменяются. Графики сближаются, и, как вы видите, с течением времени температура воды в разных точках становится одинаковой. Устанавливается тепловое равновесие. При неизменных внешних условиях тепловое равновесие с течением времени самопроизвольно устанавливается между любыми телами, имеющими различную температуру. Тепловым равновесием называется такое состояние, при котором все макроскопические параметры остаются неизменными, сколь угодно долго. Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории. Практические шкалы, которых существует очень много, измеряют температуру в условных единицах, которые называются градусы. Давайте рассмотрим шкалу Цельсия. Существуют разные температурные шкалы. Одной из наиболее распространенных и хорошо известных является шкала Цельсия. Основными точками этой шкалы служат температура таяния льда и температура кипения воды. Первой точке приписали значение 0 градусов, а второй – значение 100 градусов. Расстояние между этими точками разделили на 100 равных частей и получили шкалу Цельсия. За единицу температуры по этой шкале принят 1 градус Цельсия. Давайте запомним, что прибор для измерения температуры называется термометром. Существует множество видов термометров. Жидкостные, с которыми вы хорошо знакомы, механические, электронные, которые находят все большее применение, оптические и газовые. Все это говорит о том, что температура измеряется косвенно, то есть на самом деле измеряются какие-то другие параметры, которые связаны с температурой. В случае жидкости, например, ее объем и связанная с ним длина столбика жидкости. Покажем, как можно проградуировать термометр. Проградуировать – это значит нанести деление на шкалу, чтобы по увеличению длины столбика жидкости в капилляре можно было сразу же определить температуру тела. Поместим термометр в сосуд с тающим льдом и отметим положение столбика жидкости в капилляре. Поставим у метки температуру 0 градусов. Затем поместим термометр в кипящую воду. При этом посмотрим на барометр и убедимся в том, что вода кипит при нормальном атмосферном давлении. Следует подождать, пока столбик жидкости поднимется, а затем остановится. Отметим положение столбика и поставим значение температуры 100 градусов. Таким образом, разделив отрезок между этими двумя метками, получим градус по шкале Цельсия и, следовательно, шкалу для определения температуры в градусах Цельсия. В настоящее время не во всех странах мира используется шкала Цельсия. На рисунке вы видите страны, обозначенные зеленым цветом, в которых широко используется шкала Фаренгейта. Наиболее известная страна, как вы понимаете, это Соединенные Штаты Америки. Давайте поговорим о шкале Фаренгейта. До сих пор применяют термометры со шкалой Фаренгейта. В этой шкале за 0 градусов принята температура самой холодной зимы в Голландии в 1709 году. Такую температуру имела составленная Фаренгейтом смесь льда с нашатырем или поваренной солью. Вторую точку он получил, погружая термометр в смесь льда и воды. Расстояние между этими точками он разделил на 32 части. Таким образом, по шкале Фаренгейта вода замерзает при 32 градусах. Свою шкалу Фаренгейт проверял, измеряя температуру человеческого тела. Новую точку, соответствующую нормальной температуре тела, он обозначил 98 градусами. Позже он ввел четвертую точку – температуру кипения воды, которая равна 212 градусам по шкале Фаренгейта. Как вы уже видели, зима 1708-1709 годов
была необычайно холодной, и поэтому за ней закрепились такие названия, как Великий мороз или Великая зима. Большую роль сильный мороз сыграл в Северной войне. Арктический холод за несколько месяцев уничтожил значительную часть шведской армии во время пребывания на территории Украины. Чем все это закончилось, я думаю, вы знаете. Уильям Томпсон – это английский ученый, который получил от королевы звание лорда Кельвина. В своей работе об абсолютной термометрической шкале он написал о необходимости шкалы, нулевая точка которой будет соответствовать предельной степени холода. Как вы понимаете, Фаренгейт был близок к тому же, но он не смог найти наиболее низкую температуру. Значение минус 273 градуса, которое является абсолютным нулем, было получено как обратное от коэффициента расширения газа на градус Цельсия. Но об этом мы с вами поговорим дальше. Значение абсолютной температуры, которое обозначается заглавной буквой Т, связано со значением температуры по шкале Цельсия следующим соотношением. Т большое равно Т малое плюс 273. То есть, например, 0 градусов Цельсия соответствует 273 Кельвинам. Изменение же температуры по обоим шкалам будет одинаково, потому что величина градуса в этих шкалах одинакова. Абсолютная температура газа есть мера средней кинетической энергии теплового движения его молекул. Эту связь выражает следующая формула. Е средняя равно 3/2 КТ, где буквой К, равная 1,38 умножить на 10 в минус 23 степени джоуля на Кельвин, обозначена постоянная Больцмана. Т заглавная, как вы понимаете, это абсолютная температура газа. Постоянная Больцмана – это физическая постоянная, определяющая связь между температурой и энергией. Названа она в честь австрийского физико-теоретика Людвига Больцмана, сделавшего большой вклад в статистическую физику. Давайте запомним. Связь давления идеального газа с концентрацией его молекулы абсолютной температурой устанавливает следующая формула, которая выводится из предыдущих. То есть в основное уравнение МКТ мы можем подставить выражение энергии через абсолютную температуру. После сокращения дробей мы получаем очень красивую, простую формулу, не содержащую дробей. Пожалуйста, запомните ее. P равно МКТ. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа выражается похожим образом. Для этой формулы мы имеем следующее выражение. V равно корень квадратный из дроби 3КТ, деленное на m нулевое. В шутку эта формула называется 3 кота на мясо. Рассмотрим зависимость средней кинетической энергии молекул от температуры. Возьмем два одинаковых сосуда и заполним один из них водородом, другой – углекислым газом. Каждый сосуд заполнен одинаковым количеством вещества. Согласно основному уравнению молекулярной кинетической теории, давление газа пропорционально средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Если мы присоединим к сосудам барометры, то по изменению давления в сосудах мы сможем судить об изменении средней кинетической энергии. В сосудах находятся термометры, по которым мы определим температуру. Начальная температура газов одинакова и равна минус 23 градуса по Цельсию. Поставим сосуды на газовую плитку и будем нагревать газ до температуры, равной 27 градусам по Цельсию. При этом увеличивается скорость движения молекул и, соответственно, увеличивается давление газа в сосудах. Изменения давления одинаковы. Можно сделать вывод, что средняя кинетическая энергия молекул изменилась одинаково, хотя масса молекул газов
существенно отличается. Давайте приступим к решению задачи. Задача. Где больше молекул? В комнате объемом 50 кубических метров при нормальном атмосферном давлении и температуре 20 градусов Цельсия, или же в стакане воды объемом 200 кубических сантиметров. Приступим к решению. Сначала запишем дано. Итак, объем комнаты В1, в отличие от объема воды, 50 метров в кубе. Нормальное давление 10 в пятой степени Паскаль, об этом мы с вами уже вспоминали. Температура 20 градусов, значит абсолютное значение температуры будет 20 плюс 273, то есть 293 Кельвина. Объем воды 200 сантиметров кубических. Как вы помните, приставка санти равна 10 в минус второй степени, но если возвести ее в куб и 200 умножить на 10 в минус шестой степени, мы получим выражение 2 на 10 в минус четвертой степени кубического метра. Плотность воды равна 1000 кг на метр в кубе. Запишем в стандартном виде для удобства расчетов, потому что многие величины здесь записаны в стандартном виде. Малярная масса воды 18 тысячных килограмм на моль. Итак, нам нужно найти количество молекул воздуха и количество молекул воды. Давайте приступим к решению. Запишем формулу связи давления и абсолютной температуры. Концентрация молекул, как вы помните, равна отношению количества молекул, содержащихся в некотором объеме, к этому объему. Подставляя вторую формулу в первую, мы получаем следующее выражение. Отсюда мы выражаем количество молекул. N1 равно PV1 на КТ. Подставляя числовые данные и производя расчет, мы получаем количество молекул воздуха при описанных условиях. Итак, оно равно 1,2 на 10 в 27 степени. Единица измерения эта величина не имеет, потому что это количество молекул. Теперь найдем количество молекул воды. Очевидно, что можно найти ее следующим образом, разделив массу воды на массу одной молекулы воды. Масса воды – это произведение плотности воды на данный объем воды. Формулу для массы молекулы мы с вами уже записывали. Это отношение малярной массы к числу Авогадро. Итак, комбинируя эти формулы, мы получаем следующее выражение для числа молекул воды. ρV2 умноженное на n Авогадро и деленное на m большое. Подставляя числовые данные, мы получаем ответ 6,7 на 10 в 22 степени. Итак, ответ всей задачи. Как вы видите, число молекул воздуха в данной ситуации больше, чем число молекул воды. Следующая задача. На сколько процентов увеличивается средняя квадратичная скорость молекул воздуха в комнате при повышении температуры от 37 до 40 градусов Цельсия? Запишем дано. Итак, первая температура 37 градусов Цельсия, абсолютная температура 310 Кельвин. Вторая температура Т2 40 градусов Цельсия, заглавная Т2 313 Кельвин. Возможно, вы заметили, что разница температур одна и та же. Нам нужно найти относительное увеличение скорости движения молекул. Обозначается это следующим образом. Дельта В к В1 и умноженное на 100%, потому что мы выразим в процентах наш результат. Итак, приступим к решению. Очевидно, что дельта В равно разности конечной и начальной средней скорости. Формулу для средней скорости мы с вами уже получили. Таким образом, начинаем математические преобразования. Вычитаем выражение для средних скоростей, выносим общий множитель за скобки. Теперь найдем искомую величину. Разделим дельта В на В1, их выражение,
Преобразуем немножко. Очевидно, что общие множители можно сократить. Итак, получается следующее выражение, которое также можно упростить. Эта формула является конечной. Теперь мы можем подставить числовые данные. Замечу, что обязательно нужно использовать абсолютную температуру. Итак, результат 48%. Запишем ответ задачи. 48%. В качестве домашнего задания я попрошу вас найти в литературных данных или в интернете, какие бывают температурные шкалы, как развивались понятия человечества о температуре. После сегодняшнего урока нам нужно знать следующее. Что такое температура? Как связана температура с кинетической энергией молекул газа? Какие температурные шкалы используются в настоящее время? Как можно измерять температуру? Итак, наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке мы с вами вспомнили, что такое температура, познакомились с различными температурными шкалами и решили несколько задач на связь температуры, энергии и других параметров газа. Подумайте, пожалуйста, как для вас прошел этот урок, и выберите один из смайликов. Большой улыбающийся смайлик, было понятно абсолютно все. Смайлик поменьше, остались непонятные моменты, нужно разобраться. И маленький, глубоко задумавшийся смайлик. Означает, что очень многое было непонятно. В зависимости от этого выбора поработайте усердно над изучением этой темы. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч.